Спасибо, уважаемый председатель. Дамы и господа, я являюсь председателем Меджлиса, высшего полномочного представительного органа крымско-татарского народа, избираемого Курултаем, общенациональным съездом коренного народа Крыма. В 2016 году российские оккупационные суды в Крыму объявили Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретили его деятельность. 5 лет и 6 месяцев назад, в марте 2014 года, в Крыму под тотальным контролем российских военных и специальных служб, захвативших Крымский полуостров, был имитирован так называемый референдум, после которого Россия совершила попытку аннексии Крыма, объявив его частью своей территории. Эта агрессия России также грубо попрала права коренного народа Крыма, крымских татар. Я процитирую всего лишь один пункт из Бакинской декларации, принятой 23-й сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ 28 июня 2 июля 2014 года. Цитирую. Начиная с февраля 2014 года Российская Федерация в рамках своих отношений с Украиной нарушила все 10 хельсинских принципов, причем некоторые из них очевидным, грубым и до сих пор неисправленным образом. Ежегодно критическая ситуация с осуществлением прав человека и основных свобод на территории временно оккупированного Российской Федерацией Крыма становится предметом рассмотрения как на сессиях парламентской ассамблеи ОБСЕ, так и на форумах других международных организаций, включая Генеральную ассамблею ООН. Я хочу попросить вас слушаться. Ни одна из резолюций ни ОБСЕ, ни Совета Европы, ни Европарламента, ни ООН относительно соблюдения прав крымских татар, коренного народа Крыма и этнических украинцев, не говоря уже о требованиях деоккупации захваченного Крыма Российской Федерации, не просто не выполнены, они цинично проигнорированы. Также проигнорировано Россией решение Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года об отмене решения российских оккупационных судов об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и его запрете. В заключение хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что главным источником целенаправленного нарушения коллективных прав коренного народа Крыма, а также массовых нарушений прав человека на полуострове является российская оккупация. Следовательно, деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины продолжает оставаться одной из главных задач ОБСЕ и других международных организаций. Благодарю вас за внимание.